Если страна закрыта для туристов, так покажи ее тем, кто в этой стране живет. Именно так решили в турфирме «Visit Abkhazia» в начале этого лета, когда поняли, что границу откроют не скоро. Директор фирмы Руслана Гергидава решила поделиться идеей запуска внутреннего туризма в социальных сетях и посмотреть, что на это ответят потенциальные клиенты. Реакция была как бы мгновенная, да, люди начали писать о том, что действительно, неужели у нас в Абхазии можно вот воспользоваться экскурсионными услугами. То есть людей интересовал не только трансфер, вот просто взять, отвезти и все, да, показать. Вот именно экскурсионное обслуживание. И поэтому реакция, которая последовала после вот этого вот обычного поста в социальных сетях, дала мне вновь убедиться в том, что эта тема очень актуальна. Потому что у нас в Абхазии очень много людей, которые просто не имеют возможности, не потому что у них нету, скажем, финансовых средств, они не знают дорогу, им нужен проводник, потому что если мы говорим про горную Абхазию, то не так просто туда попасть. И, конечно же, когда человек, который хочет попасть, к примеру, на территорию высокогорного села Псху, да, он же не может один туда поехать, то есть ему нужна какая-то компания. И поэтому, если он, к примеру, может в любой момент набрать меня, я могу даже одного человека отправить, то есть это очень удобно. И я понимаю, что людям это нужно, людям это интересно, спрос растет с каждым днем, все больше и больше. Люди спрашивают, люди требуют. То есть здесь также нужно отметить тот факт, что у нас нет разграничения, что мы работаем как бы с гражданами Абхазии хуже, да, ну потому что типа наши люди, а с иностранными гражданами лучше. Ни в коем случае сервис у нас одинаков. Когда на практике команда турфирмы убедилась, что дело это востребованное, а отбоя от заявок нет, они решили пойти дальше и запустили маршруты на абхазском языке. Такие особенно стали пользоваться популярностью среди школьников и студентов. Конечно же, это как-то выделяет нашу туристическую компанию, все других компаний в Абхазии. Вот представляете, вот мы приезжаем, к примеру, на территорию города-героя Ткачал, или когда мы поднимаемся вот на территорию Каманы, да, проезжаем Шрому, и когда мы говорим на абхазском языке о истории этих мест, связанных с Отечественной войной, то есть я понимаю, что мы развиваем чувство патриотизма у людей, то есть внутренний туризм, он необходим для того, чтобы заставлять людей в местах, да, наших граждан видеть то, где мы живем, ценить это и любить это. Человек, который поднимается в горы, видит то есть то, что находится на территории его родины, его республики, он по-другому начнет к этому всему относиться, более ценить. Отличаются так называемые внутренние туры еще и ценовой политикой. Жители Абхазии платят за экскурсии на порядок ниже гостей из других стран. Этот момент и вызвал споры в профессиональном сообществе. Дескать, дешевизна создает почву для нечестной конкуренции, но Visit Abkhazia могут объяснить свои цены. Это работа не одного дня. То есть это целый спектр услуг, которые мы должны оказывать. И, конечно же, нам необходима поддержка. И понятно, что если мы работаем с гражданами Абхазии, мы не можем их сравнивать с туристами. Ну, во-первых, потому что уровень немножко другой. Человек, который целенаправленно приезжает отдыхать в Абхазию, он уже понимает, что я потрачу, вот скажем, там, за неделю 150 тысяч рублей. Понятно, что для местных граждан у нас немножко другое понимание для отдыха. И мы это тоже должны понимать. И поэтому в будущем, если мы хотим развивать вплотную и всерьез развивать внутренний туризм в Абхазии, мы должны рассматривать и также вот эти вот определенные ценовые вопросы, чтобы потом не было вопросов о демпинге, да, там, о нечестной конкуренции, потому что это тема, на которую нужно обращать внимание. К сожалению, для многих туроператоров тема внутреннего туризма не актуальна. Тема, которая связана, да, вот с обвинениями, может быть, в демпинге, в какой-то там дискриминации. Это как бы вытекающие вопросы, которые должны были возникнуть в любом случае. Но все же тот акцент, который делает наша туристическая компания, наша команда на местных жителях, то есть она немножко отличается от той идеологии, той структуры, с которой работают другие туроператоры. То есть мы за основу берем внутренний туризм, а вот уже потом внешний, да, то есть потому что мы создали свою туристическую компанию в прошлом году, и первый клиент, с которым мы начали работать, это наш клиент. И, следовательно, мы не будем, да, то есть даже вот открылась граница, но мы все равно работаем с местными гражданами, несмотря на то, что мы еще и обслуживаем иностранных граждан. И естественно, что есть определенные достопримечательности, да, вот, к примеру, посещение озера Рица. Я не могу, к примеру, требовать с местного гражданина ту сумму, которую, к примеру, платит иностранный, да, гражданин, то есть иностранный турист. Ну, потому что мы не платим, граждане Абхазии, входной билет на территорию Рицинского парка. Следовательно, цена уже уменьшается, да. Если мы можем делать скидку иностранным туристам, почему бы не сделать своему человеку скидку? Потому что, вы знаете,
очень часто после экскурсии нам говорили о том, что спасибо, что вы даете нам возможность отдохнуть. По словам Руслана Гергидава, «Визит Абхазия» готовы к диалогу с профессиональным сообществом. И именно такой диалог может послужить, во-первых, началом масштабного формирования внутреннего туризма как отдельного направления, а во-вторых, в его ходе можно будет прописать определенные правила. Ну давайте тогда соберемся все вместе, создадим новый прайс. Давайте все туроператоры Абхазии, Сухума, Афона, не имеет значения, сядем за стол и создадим единые цены для обслуживания местных граждан. Я не хотела бы, чтобы сейчас эта ситуация сподвигла мою команду для того, чтобы они не хотели этим заниматься, потому что мы будем этим заниматься. Но то есть отвозить человека, который живет всю жизнь в городе Сухум, который имеет гражданство, да, отвозить его, к примеру, на перевал Пыв за 2000 рублей, и, к примеру, человека, который приехал с Москвы, тоже за 2000 рублей. То есть понятно, что здесь должно быть какое-то различие. Около 400 жителей Абхазии с 5 июля по 11 августа воспользовались возможностью попутешествовать по своей стране. Среди них дети, студенты, коллективы, компании друзей, семьи. В основном жители Восточной Абхазии хотят исследовать Западную и наоборот. Сейчас в турфирме работают над новыми маршрутами. Элеонора Гилаян, Рамо Камке, Абаза ТВ.